Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по времени полуострова, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. Российские силовики вновь пришли в дом крымско-татарского активиста, на сей раз Мустафы Мустафаева. Однако все чаще правоохранители отказываются называть свои действия обысками, предпочитая слово «осмотр». В связи с чем усилилась волна преследований гражданских активистов на полуострове, зачем обыскивали дом Мустафаева и как вести себя при осмотре жилья российскими силовиками, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. 16 ноября в Советском районе прошли обыски в доме крымских татар, фермера Мустафы Мустафаева и его жены, крымско-татарской учительницы Ленуры. Российские силовики заявляют, Мустафаев подозревается в распространении наркотиков. Сын Абхадыр утверждает, ни постановление на обыск, ни свои документы неизвестные с оружием не предоставили. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему три человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, обыскали весь дом, везде все перерыли. Ничего не нашли, уехали, забрали отца. По словам очевидца Ридвана Меметова, не найдя ничего, в доме Мустафаева российские силовики решили провести обыск и у его матери, 76-летней Аджер Аблаевой. С момента задержания Мустафаева о его судьбе до сих пор ничего не известно. Меметов считает, действия силовиков могут быть политически мотивированными. Ведь после аннексии России и Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания и обыски. Активист крымской солидарности Сервер Мустафаев убежден, насильственные методы только усиливают сопротивление. Оно естественным образом появилось и естественным образом будет жить и продолжать жить. Потому что появилось оно из-за проблем, из-за репрессий, из-за несправедливости. И исчезнет оно только с исчезновением всей этой несправедливости и всех этих репрессий. 8 ноября прошел обыск в доме крымско-татарского активиста, участника объединения «Крымская солидарность» Алимдара Белялова. После этого он сообщил о пропаже $3000. Сам Алимдар не сомневается, его преследуют из-за гражданской позиции. 2 года назад Белялов начал освещать события, связанные с крымскими татарами и политзаключенными. За освещение обысков в Бахчисарае Белялова обязали оплатить штраф в 10 000 рублей. У нас есть свобода слова, но нет никаких гарантий, что за это слово ты не сядешь. После аннексии Крыма России ФСБ проводит регулярные обыски, задержания и аресты на полуострове. С 2015 года идет суд над группой крымско-татарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Также с 2015 года в Крыму и Севастополе задерживают мусульман по обвинению в участии в исламской организации Хизбут Тахрир, деятельность которой запрещена в соседней России. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Мустафа Мустафаев, активист Крымско-татарского национального движения и делегат Курултая. Мустафа, добрый день. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в деталях и в подробностях, насколько это возможно, что произошло с вами, как российские силовики пришли к вам, зачем, что говорили и есть ли какое-нибудь продолжение у этой истории или после осмотра все заглохло? Без 29 по нашему времени, по крымскому времени, к нам пришли силовики, с предъявлением на то, что произвести обыск. Я им сказал, что на основании чего будете проводить обыск. Он мне показал постановление суда. Я говорю, а в чем дело? В 2017 году сын получил суду. И по этой суде, они, возбудили дело. Я им говорю, вы его вызвать, он вам принесет все бумаги, которые вам нужны. Для чего это делать, чтобы здесь пугать людей, детей, внуков у нас внуки дома. Они сказали, что у них в российском законодательстве так положено. Провели обыск. Сняли все квартиры,
все комнаты. Я им сказал, что, значит, сын у меня живет вот в этой комнате с женой, с детьми. Вот у него здесь 2 комнаты. Нет, говорит, мы будем обыск проводить во всем доме. Сняли все комнаты на видео, сняли все комнаты, расположение всех комнат. Я говорю, для чего вы это делаете? Так положено. Я говорю, это, наверное, вы делаете для того, чтобы следующие пришли. Он говорит, а кто следующий? Значит, я говорю, придут мастер-шоу, говорю. Но он засмутился так. Ну, вели себя, конечно, очень корректно. Молодой парень очень вел себя очень корректно. Вначале мы их приняли в штыки вначале, а потом, значит, когда уже перешли на более такие разговоры, он смягчился. Понял, что, значит, что здесь что-то не то. Скажите, Мустафа, во время обыска изъяли что-нибудь или закончили тем, что или составили какой-нибудь документ, или вообще ничего не составляли, только сняли на видео и ушли? Они забрали все документы, которые были связаны, на где был написан Мустафаев Фахри. Что было связано? Любая бумага, которая была написана, в которой была указана фамилия Мустафаев Фахри, все эти бумаги изъяли. Меня еще что возмутило, как всегда, силовики приводят с собой посторонних, не посторонних, а своих людей, понятых. Я ему тоже говорю, а что у вас понятые? Он говорит, вот одного мы здесь нашли, говорит, одного с собой привели. Я говорю, а как это с собой? Вы же должны были здесь откуда-нибудь взять. Нет, говорит, это не обязательно. Вам, говорит, какая разница? Я говорю, мы понимаем, разница в том, что когда силовики заходят домой, обязательно у кого-нибудь в семье крымских татар что-нибудь исчезает. И у вас ничего не исчезло? Ну, у нас дома были я, старший сын, младший сын, средний сын, 2 снохи, жена. То есть у нас народу много было. Они куда в комнату заходили, мы тоже заходили. Получалось, что в каждую комнату идем по 6-7 человек. Поэтому, может быть, и обошлось. Но еще не знаем, если ничего не подкинули. Смотрите, с момента обыска осмотра прошло уже 2 дня. И за это время ситуация как-нибудь продвинулась, разрешилась, позвонили ли вам или сыну из какого-нибудь правоохранительного органа? Дело в том, что когда они уходили, они оставили повестку на 22 ноября на 9 часов сыну. Вот. Сын вчера был, значит, ему посоветовали, чтобы взять ему адвоката. И, в общем-то, на этом все. То есть никаких дальнейших репрессий против вашей семьи не предпринималось? Пока нет. И хорошо, тогда такой вопрос, более общий. По вашему персональному мнению, этот визит силовиков, как в принципе, не только этот, например, там тот, который случился еще 16 ноября, это действительно связано с формальной причиной, например, там, с судой вашего сына? Или вы подозреваете репрессии против себя по политическому признаку? Я не отхожу от темы, что это, значит, одно из давлений на меня. У нас есть такая одна хорошая пословица крымско-татарская. «Кызым сага айтайым, кельным агнасын». «Дочка, я тебе скажу, а невестка услышит». Поэтому я вполне думаю, что это есть одни из вариантов тоже. И последний к вам вопрос. Планируете ли вы что-нибудь менять в своей деятельности? Например, переехать, перестать быть общественным активистом? Или будете продолжать вести свою деятельность как раньше? А я никуда не собираюсь переезжать. У меня другой родины нету. Об этой родине мы мечтали, когда мы жили в депортации, когда покойные родители разговаривали между собой, они плакали. Говорили только о Крыме. А теперь куда я поеду? Я в Крым приехал. Я приехал сюда на родину своих предков, на родину своих родителей. Никуда не собираюсь ехать. И как было, так и буду продолжать свою деятельность. Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Мустафа Мустафаев, активист Крымско-татарского национального движения, делегат Курултая и жертва российских силовиков на полуострове дважды за последний месяц. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926.
Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Эдем, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут говорим о том, что в последний месяц резко активизировалось давление российских силовиков на гражданских активистов в Крыму, прежде всего на крымских татар, по какой-то до сих пор непонятной нам причине. Некоторым крымско-татарским общественным активистам приходят с обысками уже даже по 2 раза в один месяц. Некоторых общественных активистов задерживают под различными негражданскими, скажем так, не активистскими предлогами, а скорее административными. И вот поэтому можете ли вы предположить, почему там, скажем, в последний ноябрь резко усилилось такое давление? Или это какое-то такое статистическое совпадение? А если нет, если есть какая-то причина, то какая, по вашему мнению? Ну, во-первых, в ООН Генеральная Ассамблея принимает резолюции, которые, в принципе, давят на Россию. И поэтому им как-то хочется быстрее заглушить это дело. Но чем больше они давят, тем больше люди активны, и тем больше идет сопротивление. Но в данном случае, например, ты связан с Мустафой, мой сосед, недалеко живет. Автозаков не было. Приехало несколько всего человек. Но народ все равно собирается, потому что странность в том, что не пришли не по месту прописки сына, а пришли по месту, где живет его отец. Давление идет, наверное, и потому, что они не могут справиться с ситуацией и подвести под такую статистику российскую, где активистов очень мало. В Крыму их очень много, поэтому в зависимости от территории. Территория небольшая, активистов много, сопротивление все время идет этим силовым методом. И, наверное, здесь они таким образом хотят запугать людей, чтобы активистов было меньше. Но я не думаю, что это повлияет как-то, потому что Крымско-татарское национальное движение имеет очень большие традиции. Она фактически сразу после депортации началась, и вряд ли народ это остановит. По вашему мнению, по вашей оценке, если можете, за последние 3 года, стало ли давление российских силовиков больше на крымско-татарское национальное движение? Меньше? Осталось на прежнем уровне? Даже если у вас нет статистики, то просто по вашим ощущениям. Нет, безусловно, стало больше. Если первые 3 года, например, если взять в 2014 году, они пытались как-то договорить, пытались через подставных таких людей, которые пошли служить пролетариатам, национальное движение, договориться, собрать какой-то курултай, решили просто убрать, считали, что достаточно убрать верхушку, убрать руководителей национального движения, и все изменится. Так они видят, что сажают от них, начинают активно действовать другие, и это идет пока по нарастающей. И с обоих сторон активные и крымские татары, и увеличивается давление со стороны российских силовиков. И в последнее время они именно после этих резолюций пытаются, мне кажется, к активистам приходить так, как пришли к Мустафе. Несколько человек, якобы какие-то вопросы к сыну. И таким образом осуществлять давление. Опасность заключается в том, что они и подбросить что-то могут. Это самое страшное. Потому что как Балуху, например, ему подбросили патроны, тоже активист. Здесь все может произойти. И потом не объяснишь. Но в данном случае, они даже почему-то взяли даже местного понятого одного, когда потребовал Мустафа. Не знаю почему. Видать, как-то меняют свою тактику.
Эдем, не боитесь ли вы, что таким образом за несколько лет российские силовики просто пересажают или, по крайней мере, подведут под статью или штрафы большие главных крымско-татарских активистов и просто некому будет бороться дальше за права крымских татар и других национальных, и других людей, которые проживают в Крыму? Или на самом деле чем больше репрессий, тем больше появляется активистов? Ну, просто штрафами нет. Они могут, конечно, изолировать. Лучше, конечно, для них лучше, если они изолируют человека. Конечно, пока появляются новые активисты, во-первых, конечно, есть опасения, люди немножко осторожничают в некоторых случаях, но просто штрафами они не остановят. Тут штрафы, мы сейчас помогаем, очень хорошее движение по помощи по штрафам есть. И я, насколько знаю, последние люди уже не, во всяком случае, очень большую помощь им оказывали. Но пытаться вот через детей надавить, это да. Вот в данном случае могут, мне кажется, что они меняют тактику и пытаются через родственников давить. То есть создают проблемы, если кто-то в бизнесе родственников, чтобы через это давить. А вот уменьшить это национальное движение, мне кажется, что нет. Потому что, я живу в поселке, в Крымско-Татарском, я знаю мнение людей, я знаю их активность. Нет, не уменьшится, но в принципе, более активные, более такие вот люди самоотверженные, они опять появятся. Но, конечно, с опытом, с меньшим опытом, вот это плохо. Нет ли какого-нибудь искушения, не то чтобы прекратить борьбу, но, скажем, там оставить до лучших времен или уйти в эмиграцию, или, как говорил нам Мустафаев, сам, это его земля, и он никуда с нее не уйдет? Для силовиков лучше, когда такие активисты уезжают на материк. Это лучший вариант, во-первых, вот как и в ситуации с Ильмом Мером, например, его вот таким вот образом отправить. Я думаю, что если это связано именно с национальным движением, они будут создавать вот такие вот процессы в виде Ильма Мерова и пытаться их отправить на Украину. Мне сейчас сложно сказать в этом плане, но самое главное, что это не остановит. Мне кажется, не остановит. Мы все работаем над этим делом. И у моего брата бывали проблемы по этому поводу в бизнесе. И до сих пор есть небольшие проблемы. Однако мы не прекращаем борьбу. И последний к вам вопрос. Как бы мы уже более или менее представляем себе эту ситуацию, как она выглядит глазами общественных активистов. А что касается их соседей, их семей, тех простых крымских татар и крымчан других национальностей, которые напрямую не участвуют в борьбе, страшно им или страха нет? И российские силовики не добились вот этого вот такого вот чувства? Я бы не сказал, что есть большой страх. Конечно, кому-то страшновато, но, например, если это соседи, даже если ему страшновато, то он все равно приходит к нему домой, спрашивает, что случилось, и вызывает какие-то сочувствия. Тут и мусульманские традиции, тут и традиции, которые зародились в депортации. Поэтому страх есть. Я не скажу, что его нету. Есть люди, которые, в принципе, замкнулись и нигде не показываются. Такое тоже есть. Но в целом, вот у меня ощущение такое, как было в Советском Союзе, как было в депортации. Сажали, люди появлялись новые. Сажали, люди появлялись новые. Вот так. Наверное, так и будет длиться, потому что у меня вообще полное ощущение дежавю, что я живу в Советском Союзе, и вот я первые 30 лет прожил в Советском Союзе, и разницы никакой не вижу. Подождите. Тут, конечно, про Советский Союз никто не будет говорить хорошо, но все-таки, по нашему мнению, нынешняя Российская Федерация еще не дошла до такой степени людоедства, как Советская Россия. Все-таки, скорее всего, мы предполагаем здесь, в Киеве, на материке, в относительной безопасности, что до массовых выселений, до той депортации, которая случилась в 1944-м, нынешний Кремль, в отличие от Красного Кремля, не дойдет. Поэтому
Или, хотя, вот как вам кажется на самом деле, вот там вам на полуострове дойдет нынешняя Россия до людоедства или не дойдет, или постесняется? Ну, чем старше становится император, тем более он, понимаете, это же элемент шизофрении. Вы понимаете, что Сталин тоже был шизофреником своего рода. Но я не думаю, конечно, что сейчас мировая общественность все-таки существует. Россия более интегрирована, чем Советский Союз, мировой порядок. Таких людоедцев не пойдут. Я имел в виду, что система давления такая же, как в Советском Союзе. Система давления силовиков. Вот, например, силовики – это вот такая машина, которая уже настроена, и она не останавливается. Она начинает работать, она выискивает вот такие вот подпольные, какие кажется, какие-то организации, какие-то структуры и пытается их ломать. Это отдельные структуры. Здесь в данном случае вот у них действует вот такой сигнал. Наш, не наш. Вот это не наше. Не наше, но не наших они оказывают таки давление. А у меня еще такой к вам вопрос будет, не без нотки провокации, конечно, но все-таки. Вот смотрите, после 2014 года стали появляться ряд общественных организаций, политических партий, ну, насколько это их можно так назвать, крымско-татарские, которые получили название карманных или пророссийских, лояльных нынешней власти. Нет ли у вас ощущения, что российские силовики, например, могут создать какую-нибудь такую как бы правозащитную организацию, но лояльную России и вообще спровоцировать какого-нибудь вот такой вот раскол в рядах крымских татар уже по этому признаку? Не по политическому, а именно по гражданско-активистскому. И если да, то будет ли какая-нибудь возможность с этим бороться? Ну, из всего, что они собрали, они не могут собрать гражданское население. Если взять, например, Крым-Берлиги и Крым, это те организации, которые они создали, там в основном служащие государственные туда набирают иногда студентов первых курсов, чтобы создать количество людей. То есть там меняется только президент. Вроде две организации, а внутреннее содержание практически одно и то же. По Крым-Берлиги вообще можно предположить о том, что, например, у них дефицит кадров, потому что в некоторых районах, например, таком как Черноморский, там уже не нашли крымских татар, и глава вот этой организации Крым-Берлиги этнический русский. Поэтому пытаться они, конечно, это все будут, но люди-то в данном случае, куда будет гражданское население обращаться, вот и все главное. Гражданское население продолжает обращаться в те структуры, которые существовали, структуры меджлиса, которые сейчас запрещены. Все равно обращаются туда за помощью, на кого наезд, сбор людей, сбор средств помощи. Все это осуществляется вот в неформальных общественных организациях, которые давно существуют в Крымско-татарских регионах. И с учетом того, что нас слушают на полуострове, можете ли вы коротко что-нибудь пожелать тем, кто крымским татарам и другим жителям полуострова, кого сейчас преследуют российские силовики? Пожелать, что и пойти терпения. Все, мне кажется, образуется. У меня такое ощущение, что это ненадолго. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш подробный рассказ и ваши пожелания. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали вопрос с новой волной репрессий российских силовиков против крымско-татарских гражданских активистов. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.